Настоящий белорусский рок подарили гости празднования 70-летия Мирного. Белорусских легенд мирницы старшего поколения любят и помнят как виа-песняры. Музыканты исполнили такие проверенные хиты, как «Косил ясь конюшину», «Березовый сок», «Наши любимые», ну и, конечно... Вечерний стадион «Триумф» стал концертной площадкой не только для белорусских легенд. Своим творчеством поделились с мирнинцами артисты из Якутска Александр Бурнашов и Сахая. Украсила праздник и Наталья Подольская, финалистка «Фабрики звезд» 2004 года. Она исполнила свои лучшие песни. Если посмотреть ценности у Натальи, это мама, папа, про семью, про любовь. Очень классно, на самом деле. Это все, что нужно сейчас. Хорошее настроение, добрый посыл и семейные ценности. Поет красиво, что еще нужно? Насыщенную программу на «Триумфе» подготовили и для детей. Все 3 дня праздника шли мастер-классы и спортивно-развлекательные игры. Вообще кайф. Можно было на теннисе поиграть, на батутах попрыгать, побиться этими штучками. И в конце полетали со змеями. Для передышки театр «Чудаки» из Москвы показал ребятам познавательное представление об оживших музыкальных инструментах и шоу мыльных пузырей на набережной Ириляха. Еще одной праздничной локацией стал Мирнинский ботанический сад. Один из центров притяжения горожан в летнее время. Здесь детей и взрослых учили рисовать на холстах и расписывать шоперы. Я раньше рисовала акварелью, и на шопере раньше вообще никогда не рисовала. И сейчас чувствую ответственность, что ошибку допустить нельзя. А детей, которые уже умеют рисовать, наградили. Их рисунки стали иллюстрациями к сказке о девочке Аленке и солнечном лисенке. В ботаническом саду провели презентацию книги. Сказка строится на том, что главная героиня показывает своим друзьям, как хорош и прекрасен наш город и сколько в нем интересных уголков, которые можно посетить, поиграть, порассматривать помимо телефона. На юбилее Мирного каждый мог найти что-то по душе. Свои точки интереса обрели и любители спорта, и ценители фотоискусства. Такой праздник наверняка запомнится надолго. Максим Сороченко, Александр Еремин, Александр Заднепровский, медиакомпания «Алмазный край».